спорта. Здравствуйте. Футболисты Краснодара со счетом 1-0 одержали победу над швейцарским Базелем в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол на 72-й минуте с пенальти забил нападающий россиян Ари. В турнирной таблице группы С лидирует Базель, набравший 10 очков. Следом идет испанский Хетафе, у которого 9 пунктов. Краснодар занимает третье место, имея в активе 9 очков. С 1 баллом таблицу замыкает турецкий Трабзонспор. В последнем туре группового этапа Краснодар в гостях сыграет с Хетафе, а Базель дома примет Трабзонспор. Обе игры пройдут 12 декабря. Другой российский клуб, выступающий в Лиге Европы, московский ЦСКА, на своем поле сыграл в ничью с болгарским Лудогорцем. Встреча завершилась со счетом 1-1. В составе армейцев гол забил Федор Чалов. У гостей отличился Клаудио Кишеро. Московский клуб после этой ничьи потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Команда в 5 матчах набрала 2 очка и занимает последнее место в группе H. Лудогорец, имея в активе 7 баллов, идет на второй позиции. В заключительном туре ЦСКА на выезде сыграет с лидером квартета испанским Эспаньолом, а Лудогорец примет венгерский Ференцварош, занимающий вторую позицию. Обе игры пройдут также 12 декабря. Сборная России по пляжному футболу со счетом 4-3 выиграла у команды Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае. В составе сборной России дубль оформил Кирилл Романов. По одному результативному удару нанесли Федор Земсков и Дмитрий Шишин. У бразильцев дважды отличился Родриго. 1 гол забил вратарь команды Мао. Напомню, россияне вышли в плей-офф турнира со второго места группы С, пустив вперед сборную Парагвая. Обе команды набрали по 6 очков, однако парагвайцы опередили россиян по разнице забитых и пропущенных мячей. В полуфинале сборная России сыграет с итальянцами, которые в своем четвертьфинальном матче обыграли швейцарцев со счетом 5-4. Встреча пройдет 30 ноября. Завтра якутский мини-футбольный клуб «Заря» в рамках 10-го тура Высшей лиги России сыграет с командой «Деловой партнер» из Великого Новгорода. Встреча состоится на паркете спортивного центра «Полет» в Московской области. В данный момент якутские футболисты занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков. В активе команды 3 победы и 3 ничьих при 3 поражениях. «Деловой партнер» располагается на 13-й позиции, на счету команды 7 пунктов. Стартовый свисток этого матча прозвучит завтра в 23:00 по якутскому времени. Трансляция матча будет доступна на официальном YouTube-канале Ассоциации мини-футбола России. Баскетболисты подмосковных «Химок» на выезде уступили турецкому «Фенербахче» в матче 11-го тура Евролиги. Встреча завершилась со счетом 76-89. Самым результативным игроком матча стал форвард россиян Янис Тиман, набравший 26 очков. У турецкой команды самым точным был форвард Луиджи Датоме. На его счету 20 баллов. В турнирной таблице «Химки» занимают 8-е место, одержав 6 побед при 5 поражениях. «Фенербахче» идет на 14-й строке. В его активе 4 победы при 7 поражениях. В следующем туре 6 декабря «Химки» дома сыграют с испанской «Барселоной». «Фенербахче» в этот же день в гостях встретится с немецкой «Альбой». Московский ЦСКА со счетом 3-1 победил магнитогорский «Металлург» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе армейцев взятие ворот провели Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. Единственную шайбу магнитогорцев забросил Николай Кулемин. ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице западной конференции. На счету команды 47 очков. «Металлург» располагается на 7-й строке, набрав 34 пункта. В следующем матче регулярки столичный клуб на своем льду примет санкт-петербургский СКА. Встреча состоится 2 декабря. «Металлург» 2 днями ранее дома сыграет с уфимским Салаватом Юлаевым. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.